Каждый народ имеет старинные традиционные праздники, которые бережно передаются из поколения в поколение. У народа Саха это эсэх. Якутский эсэх связан с культом солнечного божества, с культом плодородия. Эсэх – культовый праздник возрождения природы. Прародиной летнего кумысного праздника является степи Центральной Азии. Первые сведения о весеннем празднике можно встретить уже в дневниковых записях голландского путешественника Плеса, проезжавшего через Сибирь в Китай в конце XVII века. Он, в частности, отмечал, что у якутов в году всего лишь один праздник, который они справляют весной с большой торжественностью, разводят костры и поддерживают их, пока длится праздник. В большом количестве приготовляют кумыс. Также всех гостей праздника угощали этим действительно богатырским напитком. В этом году эсэх Туймады посвящен божеству Дюсегеяи, якутской лошади. В этом году наш праздник эсэх посвящен божеству, которое покровительствует якутской лошади Джигуяи. Это тоже символично, потому что именно с якутской лошадью связано освоение этих земель и народом Саха, и потом уже русскими казаками-первопроходцами. Несколько дней назад из города Якутска в кругосветное путешествие направилась целая экспедиция на якутских лошадях. Мы думаем, что они должны пройти именно путем первопроходцев до Чукотки и дальше уже через Берингов пролив в Америку. Наша якутская лошадь, она очень неприхотлива, служит, конечно, верным другом человека уже с незапамятных времен. Именно с ее помощью северо-восточные просторы Евразии были включены в состав российского государства. И в дань уважения к якутской лошади, в дань уважения к трудолюбию тех людей, которые живут в нашем северном крае, мы сегодня организовали наш праздник эсэх. Это праздник с тысячелетней историей, который пришел к нам из древних времен, когда народ Саха встречал лето, встречал Новый год по якутскому календарю, заряжались, по-современному говоря, солнечной энергией. И сегодня этот праздник последние годы уже стал таким общенациональным праздником. Это праздник уже всех жителей нашего города, всех национальностей. И сюда приезжают люди из других районов республики, из регионов Российской Федерации. Очень много приезжает из-за рубежа людей. На территории Юсхатын, где проводится наш праздник, построено более 180 тюгюльге. Это наши якутские балаганы, которые построены на разными предприятиями, различными организациями. Люди живут просто даже в палатках, приезжают сюда с семьями, встречаются, празднуют начало лета. По якутской мифологии Дюсегеяи – Тойон – божество, способствующее размножению лошадей, их покровитель. Его представляют человеком или громко ржущим жеребцом. Открыл праздник президент Республики Саха-Якутия Егор Борисов. С приветственным словом выступил глава городского округа город Якутск Айсен Николаев. Слова благодарности выразили гости столицы. Уважаемые гости, от всех моих коллег, которые присутствуют, поздравить, поблагодарить за возможность принять участие в таком древнем и всегда молодом празднике эсэх. Якутия широко известна не только в России, но и во всем мире не только своими несметными природными богатствами, но и замечательными, талантливыми людьми, которых отличает особое отношение к природе и их чувство единения с природой. Позвольте мне пожелать всем здоровья, мира и процветания. С праздником! В старину ритуал открытия праздника совершал белый шаман Аи-Оюн. Его сопровождали 8 невинных девушек и 9 невинных юношей. Ритуал кропления кумысом с молениями божествам Аи и духом местности приурочивали к восходу солнца. Обращение к небесным божествам Аи, от которых зависело благополучие народа, было главным моментом праздника. Торжественное открытие было красочным и интересным и немало удивило гостей праздника.
Конечно, приятно потрясена. Вот это вот единение, которое ощущалось на празднике между якутами, русскими, но он дорогого стоит. И заключительный финальный хоровод, в котором участвовала вся, наверное, зрительская часть, конечно, такой необыкновенный заряд энергии дает. Поэтому праздник удивительный. Спасибо за приглашение в ваш регион. Для меня это интересное событие тем, что люди участвуют в нем сами. Не кто-то развлекает, там приезжают какие-то артисты, еще что-то, а каждый участник, каждый житель деревни, города, он принимает участие, они там борются, скачки, это очень такие эмоции, накал страстей и встреча солнца, это очень интересно. Торжественное открытие праздника завершилось в круговом танце «Осохой», в котором приняли участие все присутствующие. «Осохой» на время соединил всех в едином круге. Исэх – своеобразный календарный праздник. У якутов сохранилась древняя традиция, характерная для скотоводческих народов – делить годы на две половины – зимнего – осень, зима и летнего – весна, лето. Существование своеобразной границы между старым и новым, прошлым и будущим носило свое выражение в якутском Исэхе. Якуты справляли Исэх в день летнего солнцестояния с 21 по 22 июня и называли его Новым годом. Они отмечали его как праздник обновления, рождения природы и человека. Якутский Новый год горожане и гости столицы встретили в сакральной местности Юсхатын. По эпосу Аланхо вот это дерево, ага, она по нашим верованиям, ага, народу Саха, она представляет из себя эвкалипт, по-русски типа дуба. И она такая огромное дерево, ага, или она представляет из себя баобаб. Вот род человечества по эпосу Аланхо произошло из этого. И в каждом улусе, в каждый юбилейный Исэх строится такое сооружение – Аллукмас. Наше верование идет от солнца. Все через нее. Она связана с солнцем. И энергию дает человечеству. Энергией мы подпитываемся. Монетку положил, загадывая желание, прислонился, просишь о своем сокровенном. Помогло, помогает. В этот раз Исэх Туймады собрал 165 тысяч гостей, еще раз подтвердив звание самого масштабного национального праздника в стране. На 30 площадках прошли более 70 культурных программ. Это десятки концертов, фестивалей, выставок и конкурсов на любой вкус. И тысячи людей, задействованных в мероприятиях. Только в церемонии открытия Исэха участвовало более 800 артистов. Одними из главных событий праздника стали открытие нового ипподрома. Тысячи зрителей с волнением наблюдали конные скачки на именной приз главы Якутска Айсена Николаева. По итогам 14 забегов по общекомандному забегу первенство одержала команда горного улуса. Главный приз долины Туймада – автомобиль УАЗ отправился в Татинский улус, выставившего жеребца по кличке Уолчан. В конкурсной программе «Осохой» и главного приза автомобиля «Лада Грант» удостоился Афанасий Егорович Алексеев. Осохой у нас это древний якутский танец. Сначала запевала, поет, а там у нее бывает коннектор. Это значит, они должны помогать. 4 это запевала, они
это темп, это помогают запевалу, да? Сначала поют, а потом по-разному темп выдается и танцуют в конце сухая. Если со стороны смотреть, это очень, как будто это как-то трудно, да? А если вот запевала, да, например, я когда пою, да, и как будто я как-то в каком-то мире нахожусь, и какую вдохновению, энергию. И люди получают. И вот такой танец у нас осохой. Запевала должна быть, у нее голос такой звонкий, голос должна передаваться всем людям, во-первых. А во-вторых, это запевала должен очень хорошо танцевать. Танцевать, ритм осохая. Ну, чтобы все передалось, вот, кругу, общему вот кругу. Но у нас очень хорошие запевы. Они называются дархан. Дархан это самые-самые лучшие запевалы. Сейчас молодежь у нас очень-очень как-то старается. И это молодежи у нас очень много, и мы от этого вот радуемся. Например, у меня 60 лет, сама многодетная мама 4 детей, у меня 4 внука. И я хожу в это общество и очень счастлива. Эсэх был связан с добрым, светлым началом и, конечно, надеждами на будущее. После долгой затяжной зимы народ Саха мог вместе собраться и повеселиться на празднике от души. Кумысопития, национальные игры, борьба, конные скачки, состязания олонхасутов, а самое главное – круговой танец осохой, тянувшийся до утра. Праздник, по преданиям, мог длиться до 9 дней. Во время праздника состоялись традиционные игры Дыгына. В отсутствие бессменного победителя игр последних 6 лет Ивана Белолюбского на нынешних соревнованиях спортсмены подарили зрителям нешуточную интригу в борьбе за первое место. Всего заявилось 13 участников из разных улусов Якутии, в числе которых оказались известные мастера, принимавшие участие и занимавшие призовые места и на прошлых играх Дыгына. Атлеты состязались национальным видом спорта – прыжкам из тынга, масс-рестлингу, по борьбе хапсагай, стрельбе из лука, беге на 400 метров, поднятии 120-килограммового камня и перетягивании палки. Вес этого камня составлял 116 килограмм, и не каждый способен его даже приподнять, а наши ребята его тащили. Я очень сегодня рад тому, что Дакалов сегодня унес этот камень более чем за 100 метров. Это очень здорово. Ну и второй призер мне очень понравился, Джулустан Наговицын из Горного Улуса. Это, я думаю, очень перспективный спортсмен, который за 70 метров. Ну и, конечно же, те спортсмены, которые сегодня участвовали на этих соревнованиях, все протащили минимально на 36 метров. Это говорит, что спортсмены, многоборцы, они по всем видам спорта подготовленные люди. В свое время мы говорили, готов к труду и обороне, поэтому каждый якутский мужчина готов защищать нашу родину, великую Россию. И все эти виды спорта, они на самом деле объединены, и тот человек, который завоевывает звание чемпиона игр Дыгына, в течение года становится кумиром многих людей, героем и образцом для подражания для молодых. Наши виды спорта очень демократичные и доступные. Хотел бы добавить, что они не требуют дорогостоящего спортивного инвентаря. Это нужна поперечная доска для упора ног, да, и палка. Мы можем на любом помосте его проводить.
Поэтому я думаю, что этот народный вид, он никогда не уйдет. А хапсагай – это очень демократичный вид борьбы. Нужно коснуться только третьей точкой, и ты проиграл. И эти правила очень понятны. И причем поединок протекает в очень быстрое время. Очень быстро, молниеносно. И этим самым он привлекает большой интерес. Вы видели, мы за буквально 4 часа провели очень большие соревнования с огромным, так сказать, количеством видов спорта, да? И никто не устал, никто не ушел, а трибуны только накапливались, и это радует, потому что народ любит свои виды спорта. И если народ любит, значит он вечен. В упорной борьбе чемпионом стал Любомир Николаев из Верхневилюйского Улуса. Вот каждый раз готовимся, каждое лето вот здесь все встречаемся, здесь соревнуемся, объясняем, кто первый. Я вот 3 раза третьим стал подряд, и вот только вот в этом году вот первое место занял. Ну, самое сложное это перетягивание палки, потом вот после этого надо бегать, вот поэтому в этом плане вот, слишком трудно после перетягивания палки бегать. Но жеребьевка у меня хорошая была, и на 100% вот все сделал. Выкладывался на 100%. Но своим землякам, верхневилюйцам передаю привет. И жене, вот в этом месяце она мне подарила девушку, 3-й ребенок. Вот посвящаю им победу. Все атлеты получили ценные призы и подарки. Победители – ключи от новеньких машин. Завершил национальный праздник ИСЭХ чемпион игр Дыгына Любомир Николаев, передав главе города Якутска Айсену Николаеву Эге Дога, символ праздника ИСЭХ Исхатына, до следующего года.